В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российские легкоатлеты завоевали 6 медалей на чемпионате мира, который завершился в Дохе. Золото в копилку команды принесли Мария Лосицкина и Анжелика Сидорова. Серебро в активе Сергея Шубенкова, Михаила Акименко и Василия Мизинова. Бронзу завоевал Илья Иванюк. Напомню, из-за продления отстранения Всероссийской Федерации легкой атлетики Россию на турнире в Дохе представили всего 30 спортсменов, имеющих нейтральный статус. В медальном зачете победу праздновала сборная США. На ее счету 29 медалей, в том числе 14 золотых наград. Второе место заняли кенийские спортсмены. У них 11 медалей, из которых 5 высшего достоинства. Тройку лидеров замкнула команда Ямайки, в активе которой 12 наград. Футболисты московского «Локомотива» на домашней арене одержали победу над Тульским «Арсеналом» в матче 12-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе железнодорожников голы забили Эдер и Алексей Миранчук. У гостей отличился Эванс Кангва. «Локомотив» продлил победную серию в чемпионате России до 4 матчей. Подопечные Юрия Семина вышли на первую строку турнирной таблицы. В их активе 26 очков после 12 игр. Столько же очков у «Зенита», однако «Лока» опережает петербуржцев благодаря победе в личной встрече. «Арсенал» идет седьмым, набрав 14 баллов. В следующем туре, который пройдет после паузы на матче национальных сборных, железнодорожники в гостях сыграют с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет 18 октября. «Арсенал» 2 днями позднее дома примет Сочи. В другом матче 12-го тура Ростов выиграл у столичного ЦСКА. Встреча прошла на стадионе ВЭП-арена в Москве и завершилась со счетом 3-1. В составе победителей 2 результативными ударами отметился Харен Байрамян. Третий гол ростовчан на счету Элдора Шамуродова. Единственный мяч армейцев забил Никола Влашич. В турнирной таблице чемпионата Ростов занимает второе место. В активе команды 26 очков. ЦСКА идет на 5-й позиции, набрав 25 баллов. В следующем туре Ростов на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 19 октября. ЦСКА на следующий день в гостях сыграет с Уфой. Туринский «Ювентус» со счетом 2-1 выиграл у миланского «Интера» в гостевом матче 7-го тура чемпионата Италии. В составе старой сеньоры забитыми мячами отметились Гонсало Игуаин и Пауло Дибала. У хозяев поля гол забил Лаутаро Мартинес. После этой победы «Ювентус» возглавил турнирную таблицу, набрав 19 очков. «Интер» располагается на второй позиции, имея в активе 18 баллов. Напомню, «Ювентус» является соперником «Локомотива» по группе Лиги чемпионов. Встреча между ними состоится 22 октября в Турине. В 8-м туре серии А «Интер» на выезде сыграет с Сассуоло, Юве, а дома встретится с Болоньей. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» проиграл столичному Мосполитеху в матче 4-го тура Высшей лиги России. Встреча прошла в Московской области и завершилась со счетом 7-3. В составе хозяев паркета хэт-трик оформил Алексей Кротов. По одному мячу забили Дмитрий Курушин, Алексей Куликов, Никита Лабзин и Максим Юсупов. У якутян отличились Яник Самплей, на его счету дубль, и Дмитрий Матицын. В турнирной таблице чемпионата «Заря» идет на 10-й позиции, имея в активе 4 очка. Мосполитех занимает 5-е место, набрав 7 баллов. В 5-м туре якутские футболисты встретятся с дублем «Газпром Югры», а Мосполитех сыграет с КПРФ-2. Оба матча пройдут 19 октября. Межведомственная комиссия под председательством вице-премьера Ольги Голодец согласовала заявки на право проведения зимних игр «Дети Азии». Предполагается, что вторые зимние игры пройдут на Сахалине в 2021 году, а третьи игры в Кемеровской области в 2023. Окончательное решение примут на заседании правления Международного комитета игр «Дети Азии» в ближайшее время. Как подчеркнул Владимир Максимов, при принятии решения будет учтен опыт прошлых лет. Рассматривается вопрос проведения их в двухгодичном формате, то есть каждые 2 года. Но вот сейчас посмотрим, 2021-2023 год, если все будет проведено успешно, если они не потеряют, то есть к ним не потеряют интерес олимпийские комитеты стран Азии, то, скорее всего, зимние игры будут проводиться периодичностью раз в 2 года, а летние так и останутся в 4-годичном цикле. С чем это связано? С тем, что в Азии, как мы знаем, календарь не настолько насыщен именно в части зимних видов спорта. А то, что касается детских соревнований, он, можно сказать, только-только начинается становление. Поэтому, я думаю, это своевременное такое решение и нужное, и необходимое решение для того, чтобы развивать наш проект. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни регионального и всероссийского спорта.